Сегодня у нас весеннее учение, и я хотел поприветствовать всех монахов, монахинь, представителей Сангхи, все те, кто слушают эти учения. Я надеюсь, что вы все пребываете в добром здравии. И сегодня наш седьмой день весенних учений был закончен. И на этом, на самом деле, весенние учения закончились, но так как тема этих учений не была завершена, поэтому, как я уже говорил прежде, мы закончим эти учения. И, как я уже говорил, я буду продолжать эти учения, пока этот текст не будет завершен, потому что я дал такое обещание. И поэтому наше учение продолжается, хотя формально весенние учения уже закончились. И сегодня то, о чем мы говорим, это автобиографические стихи «Благие деяния». Это два наставления или два текста Кармапа Микёдорджи «Благие деяния», и он тщательно искал. И сегодня мы будем говорить о 28 стихе автобиографических стихов «Благие деяния». И говоря о 28 благом деянии, в прошлый раз, на нашей прошлой встрече, мы начали об этом говорить, и согласно структуре из комментария к смыслу, написанном Санге Палдрупом, они находятся в отрывке, в котором обсуждается, как он практиковал путь более великой личности, путь великой личности. Сейчас на экранах вы видите эту структуру текста, составленную Санге Палдрупом. И здесь повествуется о том, каким образом Микё Дорджи практиковал путь великой личности. Она состоит из 3 частей: намерение, пробуждение бодхичитты, действие, медитация на 2 видах бодхичитты, и как он обучался обетам 2 видов бодхичитты. Мы будем говорить о 3-м разделе. И здесь, в этом разделе, у нас 7 подразделов. Мы обсудили первый из этих разделов, как он тренировался в 6 совершенствах, и второй раздел, как он тренировался в очищении своего собственного потока сознания. И теперь мы говорим о 3-м разделе, как он обучался путям бодхисаттв, как он обучался путям всех бодхисаттв. И здесь мы переходим к этому 3-му разделу. Я вкратце уже говорил об этом. Сегодня мы продолжим объяснение этой темы и завершим то, что еще не было объяснено. И в этом разделе, как он обучался путям всех бодхисаттв, говорится о 28-м четверостишии. Это 28-й стих из сочинения Микё Дорджи, который называется «Благие деяния». И эти слова следующие. Поскольку все деяния вступления на пути к просветлению невообразимы, я вознес благопожелание следовать примеру деяний всех бодхисаттв, и что также я считаю одним из своих благих деяний. И, как я уже говорил, этот 3-й раздел, как он обучался путям всех бодхисаттв, здесь под бодхисаттвами подразумеваются сыны Будды, то есть те, кто занимается практикой деяний бодхисаттв. И бодхисаттвы бывают тело, речи и ума Будды. И
как вы знаете, что сыном тела Будды является Рахула, и он в самом деле происходил плоть от плоти от Будды, он являлся его сыном, и поэтому это сын тела. Есть также ученики, которые были рождены речью Будды, и это главным образом это Шраваки. Шраваки, которые непосредственно получали учение от Будды, и затем, опираясь на эти объяснения, они занимались практикой пути, обретая уверенность, а также реализуя этот путь. И затем следующий раздел – это сыны ума Будды. Это те, кто занимается практикой бодхичитты, устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. И под этими сынами ума Будды подразумеваются бодхисаттвы. И в этом разделе, как он обучался путям всех бодхисаттв, мы рассматриваем следующую тему. В наши дни, чтобы достичь совершенного просветления, например, в Тибете, мы занимаемся практикой учения Махаяны, которое было распространено в Тибете, и мы говорим о том, что стремимся достичь полного пробуждения. Однако недостаточно просто отказаться от недобродетели тела, речи и ума, и заниматься практикой добродетели. Мы полностью отбрасываем телесные и вербальные недобродетели, занимаемся практикой добродетельных действий тела и речи. Но этого недостаточно, необходимо нечто большее. Для достижения просветления недостаточно лишь оставить недобродетели тела и речи и практиковать добродетель. Это должна быть какая-то нетривиальная, необычная, не повседневная, не обычная практика. И необходимо понимать, что просветление – это то, что свободно от всех загрязнений, совершенно ясно по своей природе мудрости, трудно выносимо живыми существами, которые подобны малым детям и полностью лишено всяких умопостроений. Поэтому это просветление подобно признакам пространства. Поэтому поведение, направленное на проявление этого состояния, называется поведением просветления, бодхичитта и устремления. Действие этого – превосходный способ накопления огромных добродетелей, и это бодхичитта действие. Эта практика является непостижимой, нет предела бодхичитте устремления, практика двух накоплений обширна, и достигнутый плод превосходен. Когда мы говорим о бодхичитте, бодхичитта бывает двух видов. Когда в нас появляется неподдельное бодхичитта, неподдельное устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ, это бодхичитта устремление. Когда мы непосредственно вступаем в деяние бодхисаттв, накапливаем, совершаем два накопления, это бодхичитта действие. И под ней подразумевается непосредственная практика деяния бодхисаттв. И такое устремление, а также такая практика являются непостижимыми. Практика двух накоплений обширна, и достигнутый плод, который достигается посредством этой практики, превосходен. Обычные люди, существа, такие как Шраваки, Пратикабудды и начинающие бодхисаттвы, не в состоянии сосредоточить свой ум на этих практиках. Даже начинающие бодхисаттвы, они должны заниматься практикой этих двух, и даже они не в состоянии сразу же постичь во всей полноте эту практику. Поэтому эти благие деяния, это деяния пробуждения или поведение просветления и превосходное поведение – это то, что должны практиковать бодхисаттвы. Это главный объект практики бодхисаттв. И они являются величайшими вещами для великих существ, которые являются бодхисаттвами. Те, кто не сведущ в методах достижения великого просветления, не осознают, что просветление – это взаимозависимость иллюзорных искусственных средств накопления и очищения посредством незагрязненной мудрости, познания и угасания невозникновения.
И люди, которые не понимают этого, они, как уже говорилось выше, они не знают, что такое пробуждение, они не знают, что такое просветление. Они не понимают, что это взаимозависимость иллюзорных искусственных средств накопления очищения посредством незагрязненной или незапятнанной мудрости, познающей угасание и невозникновение снова, которая учит того, кого необходимо обуздать, как необходимо заниматься этой практикой. И это полные методы, это не разрозненные, не отдельные методы для накопления заслуг и очищения загрязнений. И эти методы были проповеданы так, что они подходят для отдельных личностей согласно их наклонностям и способностям. Однако многие не понимают этого вследствие того, что они не обладают таким пониманием, вследствие того, что такая практика не вмещается в их умы, не может быть ими постигнуться в полноте. Когда великие существа принимают то, что кажется омрачениями и злодеяниями, как путь к просветлению, такие люди говорят, люди, которые не обладают таким пониманием, говорят, это не учение Будды, и имеют много неправильных представлений и отрицают это учение. Все это происходит вследствие того, что они не понимают эти практики во всей полноте. И чтобы помочь таким существам, чтобы помочь им совершать накопление и заслуг и очищение накопленных недобродетелей, Микё Дорджи обладал совершенно чистым поведением молитвы о пути просветления, так как он совершенно ясно понимал наклонности и умы этих живых существ. 가르쳐다 음 샘제 녀모바 쇼첨부여야 된게 대주기 귤이야지 Он понимал, что эти существа 녀모비게 обладают 도첨부 сильными 다 녀모바 이야기다 завесами. 대주기양 코란으로 녀모바 배나 다 미지래야 되자 첨부여야 되는데 Например, если мы 이내야 возьмем 고대도 человека, который 300기 обладает сильной 지가 страстью, 녀모대야로 ему 세간 необходимо 첨부여야 되다 соответствующее 300기 녀모대야로 противоядие. И 다 точно так же 진제게 для 딱 человека, 아는데 в ком 샘쟁이 сильна 칸용 ненависть, необходимо 영어선에다도 соответствующее 샘쟁 противоядие. 유적이 И 진제기 для того, 배야 чтобы 가지고 обуздать этих живых 톱시리야 существ, 아니 необходимы 이기도지 соответствующие 고랑데 подходящие методы. 가르쳐다 И Микё Дорджи, восьмой Кармапа, 장수로서라가고 он знал 디줄이야 своим 캔다디에 ведением, своим знанием, он знал о том, 다 какие 이내야 средства необходимы для этих живых существ. 다 카시에게 가르치고 그랬으나 카시에게 다 어, 그네 가지고 추리 차단치야 서머베 다 추리 И 차단치나 некоторые 가지고 из этих существ 나나지 가지고 다 가사 카시 предвзято 예 относятся к 이 другим 따금 учениям и к 죄송기 другим 예 людям, а также 룩스에티즈 к 아니 воззрению, 다 리베야 медитации и 쿵요 поведению 말았어 봐 других 고즈기 따금 죄송 될 школ 쿵요 или 말에 традиций 다나진 고즈기 따금 буддизма. 죄송 되게 사게 된발에 친지로 교벌에 세세 Некоторые 다든지 говорили о том, 이 что практики 가지고 других людей, 차단 воззрение, практика 지르세네 и 가다 медитация этих людей 진제게 является ложной, 가르쳐다 не является 고즈기 учением 경험이 Будды. 왔다 고즈조디 И, по всей видимости, были такие люди, которые 다든지 차단 произносили 대야로 подобные речи. 딘전조지 돼 있어요 가서다 Но главной 이 причиной, почему в них 용자지로 зарождалась 사게 된 привязанность к своей традиции и 세나다로다 ненависть по 배나 배를 отношению к 진 чужой 차심이나 традиции. Если мы 용자게는 возьмем 배게 Тибет, 남배기 덴베르 중 로당으로 디주당 퉁구매비 인도산에 단 니기 в Тибете 제스 многие из 미팅거서 представителей 용자게 세단 또 различных 니디버를 школ 차게 следовали 인도산에 야 учениям, которые 디줄이야지 несколько 고와다야로 различались, 근데 несколько 용기 отличались друг 말았어 от друга. И поэтому эти люди 아이네야 делали скороспешные выводы, думая о том, что это не учение 상계에 Будды, 대한 что это 시아디 ложное 대상이 учение. 대하신 시아데스 Однако учение Будды 배나 является очень обширным. Например, 별래야 те 다 учения, 대비기 좀 которые были 나바 상계에 известны в 대한바디 Тибете, 에다지 나바 상계에 대한 차상 처요 말았어 나바 не 상계에 대한바디 является 공부 잡는 방법을 полным 다요 말 учением Будды, потому что учение 인도산에다 Будды было распространено в разных уголках нашего мира, 별래야 в разных 좌비기 местах. 상계에 대한 И поэтому 대다 те учения, которые 조세버 известны 대비기나 в Тибете, 안에 и те 야지 учения, 상계에 которые 대한 неизвестны 뭐 в Тибете и 튜버를 несколько 쓰세 отличаются от них, 제 타진 многие 튜브야로 люди, не 다 понимая 감시하래 했어 별마다 всей 상계에 глубины 대한 учения, говорили о 그랜드 том, 밀링 что это 산시안에 다른 맵이 있는데 неверные 그 учения. 디시에 두야로 지레스
И если бы учение Будды не было распространено во всем мире, а было распространено только в Тибете, мы могли бы, наверное, так говорить. Однако же это неверно. Учение Будды очень обширно и было распространено во многих местах, помимо Тибета. И это то, о чем нам стоит задуматься. И во времена Микё Дорджи, 8-го Кармапы, по всей видимости, присутствовала такая ситуация. Однако же он обладал очень глубоким пониманием учения Будды. И, например, если мы посмотрим на текст, который называется «Сотня кратких наставлений», это текст, который был написан Кармапой Микё Дорджи, в нем говорится: все предвзятые вопросы, разговоры, опровержения и контраргументы, основанные на том, является ли как бы хорошей или плохой дхармой, естественным образом усиливает привязанность и неприятие. И поэтому мы не должны основывать свое представление о хорошем и плохом, о том, что соответствует или не соответствует учению, исходя из своего предвзятого понимания или восприятия. Если мы, исходя из этого предвзятого восприятия, задаем вопросы или ведем какие-то диспуты, опровергаем и приводим контраргументы чьим-то опровержением, то это является действием отвержения дхармы. Более того, такие действия не приносят нам самим пользу. Рассматривать дхарму и людей других школ как нечистые и провозглашать это другим всегда означает говорить в основном из зависти, поэтому вам следует скрывать любые недостатки, которые вы видите в других людях. Поэтому мы не должны стараться изыскивать пороки и недостатки других, потому что главным образом такое поведение проистекает из зависти. Когда мы видим, что кто-то с чем-то хорошо справляется или достигает какого-то успеха, у нас возникает зависть, и из-за этой зависти мы начинаем критиковать других. На самом деле, если бы мы непредвзято относились к другим, исследовали их действия, поведение, то мы пришли бы совершенно к другому результату, к другому мнению. И поэтому Карма поговорил о том, что вам следует скрывать любые недостатки, которые вы видите в других людях. Конечно же, очень легко видеть недостатки в других, и очень трудно заметить свои собственные недостатки. В особенности мы, будучи практикующими дхарму, и основной практикой является исследование самих себя. Необходимо повернуть свой взор внутрь себя и исследовать свой собственный ум. Необходимо пытаться изыскать изъяны и недостатки в своем собственном уме. Мы рассматриваем свой ум, анализируя, пытаясь увидеть, в каком состоянии он находится. Если же вместо этого мы обращаем свой взор на других и начинаем следить за тем, что делают другие люди, пытаясь изыскать их пороки и недостатки, то это совершенно ложный способ практики учения Будды. Если же мы видим какие-то недостатки других людей, однако мы сразу же оборачиваем свой взор внутрь себя. И если мы размышляем следующим образом: я вижу чей-то недостаток, чьи-то недостатки, и затем мы сразу же пытаемся увидеть ненависть, которая возникает в нас самих. Если мы видим кого-то непривлекательным, то мы понимаем, что это восприятие возникает из-за нашей собственной зависти.
И очень важно, 사실 чтобы в 이제 нас 교보다 присутствовало такое 시선이라는 내용이 понимание, 어떤 보통 비행기 기능 такое 통로가 또 сомнение по 암수한게 отношению к самим 들리 себе. 들린 딘덴도 Если 제제베 же как только 다제지 увидим чей-то 딘덴베 недостаток, мы не 쉐주지야디 обращаем 다주체 свой взор 냠레제 внутрь 리제 себя, а начинаем 쉐젠도 поносить или критиковать 다주체 этого 냠레 человека, 마찬가지는 니주 가라 то это неверное 어 поведение. Если же мы не 제 냠레 занимаемся 쟁여지니 практикой дхармы, 안에 то это 딱고 совершенно другое, 루주 это 쉐다 совершенно 딘덴네 딘덴베 루주 другая тема. 쉐지 Однако 리제 же здесь мы 강사지 говорим о том, что мы 주주 являемся 쳔베 практикующими 메르체 дхарму, 주주 что мы 딸레가 신나지 занимаемся 샤이는 практикой дхармы, 딱고 стараемся 리주 가라 следовать ей. 아 드린 И 디디저디 нам не 딱고 должно поступать таким 쳔규 образом. 강통한데랑 바고레서 Поэтому, если мы видим чьи-то недостатки, нам 아내지 양 необходимо 지딩기 стараться 하세요 их 나로라 сокрыть, 가르쳐서나 необходимо их стараться спрятать. 하버도 В 랑기 особенности, 치루다 안에 랑기 출타다 안에 랑기 출타 된 짐비에게다 가사들이여 가사스나다도 주베리 если мы 징기게 восхваляем 나마나마레 лишь свое 가와이나레다 учение, свою традицию, а так 수이냐 те, кто хранит эту 그술이야 традицию, будь то 땡체네지 монахи или наставники, 바람초 учителя, 상부인바다 셴쇼 если мы 맹고이다 спорим 선물레 따뜻대기비에 стараясь установить 차단교 쨀바 чистоту 채야지 쨀바 своей 단계가 나로 собственной школы, 루슈인데 и 안에 стараемся 지금 니버 지슈야 안 критиковать 되래서 другую школу, то это наихудший из всех недобродетелей. Споры из-за 딸이 жадности, 교회 делающие 니즈들이 차리도 добро для своей, 그런데 желающий добро 소수기 для своей стороны, и ненависть, желающий зла для 초도를 другой стороны, 지내다 основаны 소수 на вашей 초도성을 собственной школе практики 랑초를 дхармы и на людях, 지내다 которые ее 랑초 поддерживают, 미기 считается самым тяжелым 가르치네지 проступком 그 среди всех 가르쳐에 споров и проступков. С 상부통이야 того момента, как 비행기 практика 초도 дхармы 미디 приближается к учению 가르치네지 Будды, 뭐 мы должны 통례야 установить, 지원기로 что дхарма и 따뜻이로 люди 통 на 통례 той стороне, 제외 на 니즈 통례 противоположной стороне, так же 따뜻이지 как хороши, как 영시그마로 и дхарма и 소수기 люди на 미디즈 нашей собственной, 가르치네 и умиротворять 야고 все споры, основанные на 영어쓰기 жадности и 말을 ненависти. 젠다 메디즈 가르치네 두자 근데 영어쓰기 말을 따이네 근데 통하게 아니 Невозможно, 내가 무슨 чтобы 빙고라 все 오늘 на 제대로 противоположной 가르쳐나 стороны были 소통 плохими. 착당하게 Однако мы видим 랑초를 их 잡고 такими. И 신ሾ를 от чего 다 же это происходит? Это происходит 소수 из-за 쌤 нашей 가디에서지 привязанности и 소수지 ненависти. 가위에서 지미나 Если 아나 кто-то нам 디기베 нравится, 가르쳐비 내지 то что бы 야고통하게 ни совершал этот 디용이고 человек, нам кажется, что его 빼나 поступки 지 благи. 가르쳐 Например, 나다 미질이야 소수 가보로 차비나 미질 가보 если у нас 차비나 есть человек, 아나 который нам очень 디기 нравится, 가르쳐내지 то 니제로 какие бы 루지다 поступки, что бы 야고를 ни делал 통해야 этот человек, нам кажется, все его 따지 미디 действия 멸치 красивыми 소수 и 딜라 마다 благими. 차서나 따그 Однако, если 가르쳐내지 однажды этот человек 에 перестает нам нравиться, 누구 то тогда 통해야 все его 루지다 действия кажутся 지 нам 만세를 непривлекательными 통해야 и 루지 니 плохими. 용기로 Они 디 кажутся нам 근사에 나는 некрасивыми. 소수에게 쌤게 난 И поэтому 착당기 нам необходимо понимать, что 착당기 такое 뉴바운드 видение происходит 착당기 떡디 из-за 쇼쇼샤 силы привязанности 소수 и 쌤을 왜 착당기 ненависти. 에 Эти эмоции, эти 영웅배기 омрачения в нашем уме очень 쇼방기 сильны. 더블 댄스네 Вследствие 아그 силы этих 통화상어 омрачений 유도로 наше 그래지 восприятие 에 меняется. 아주 봐 미신다래야 따위 걸리는데 Когда мы 아시에 смотрим на какого-то 걸리는 그 другого 소수에게 человека, 지 하나도 거르세네 상해 прежде всего необходимо 상보가 обернуть 냠바 свой взор 통화야지수 внутрь самих себя. И если 소수에게 мы видим что-то хорошее и плохое, 쌤리야 지 착당이야 밤 нам 야나 소수 необходимо понимать, что это 쌤리야 проистекает 따디데기 из-за 녀모모야 привязанности и 디 왕기 ненависти в своем 딘데 собственном уме, из-за наших 통과래도다 собственных 야나 내다로 обращений. 신다지래도 딘데 땅세 제거한테 개좀 시라래 Поэтому очень важно анализировать 아더나 свой собственный ум, из-за чего 음식점이나 происходит 다 такое 차단기 восприятие. 쩌바 차디 Подводя 쩌바 итог, 탐제가 나오는 두슈지 다베 здесь говорится о 통로 том, 시슈지 что 차디요 그래서 такого рода споры являются наихудшим или самым 라바도 тяжелым проступком 상계기 잼바다 среди всех споров 튜비기 или 담배 최 пороков. 지금 줍친치 И с того 나도나지 момента, как практика 최 дхармы 나머지 приближается к учению 제친체래야 Будды, мы должны установить, что дхарма и люди на другой стороне так же хороши, как и дхарма и люди 랑기 на нашей 최다 собственной. 가사디주 지점 상화 점지기 대수지기 И нам 생기 необходимо 최다 умиротворять 가사한데 все споры, 상부를 основанные 줍니 на 차당 привязанности и 유저바 ненависти. 지바시아바시 들리지고 알았어 네가 알았어 그러서나 Способность обострять споры 가수지기 из-за 소수지 привязанности и 최 ненависти, 딱 최 튜버시 подавляющие другую 최는 сторону 딘두버 через 시샤를 제비나 возвышение доброты нас самих и нашей 소수기 страны и неправильное их вовлечение 튜규기 не 제지 является, 야구이 не 딱 только не 소수 является 튜규 учением 나무 Будды, но и 잡아지고 становится 땡기지 кармой 야구이 человека, 상상으로 지금 들이 사모당한 데야디 который 이거 совершает 예수의 такие действия. 토할래 야구로 해도 더 민도디 Нам 애니베 необходимо в самом деле стараться 나샤제고 рассмотреть, 나샤제다한테 в 가데레 самом ли 샤비나 деле ситуация такова, 소수기 как нам 최다 кажется. 튜규데다 소수기 Если из-за 튜규기 своей 달라가 школы, 잡아들죠 из-за своей традиции, 야구 인기 нам 예비나 свои собственные монахи и 따데 учителя 담배 사고 кажутся 그러잖아 хорошими, 소수기 кажутся благими, 미리도 мы 계속 должны 야구 인기 понимать, 예비나
насколько бы ни были хороши наши люди, точно так же и учения других, а также традиции, дхармы других людей также хороши, будь то устные наставления, учения и так далее, а также монахи и учителя других традиций также хороши, поэтому нам необходимо стараться развивать свое чистое восприятие. Если мы воспринимаем представителей другой традиции такими же хорошими, как и свои собственные, то это указывает на то, что чистое восприятие в нас хорошо. Если же с кем бы мы ни встретились, у нас начинают чесаться руки, если мы стремимся к спорам или к критике кого-либо, это обозначает, что чистое восприятие в нас не так уж хорошо. Те, кто ошибочно стремится отвергнуть дхарму, изобретая видимость учения, а затем реализует противоположное учение, никогда не достигнут нирваны. Если вследствие практики привязанности и гнев в нас становится слабее, если почтение и чистое видение по отношению к другим становится сильнее, значит, мы идем по верному пути. Если же в противоположность этому мы приводим различные доводы к тому, что наша традиция хороша и блага, что мы принадлежим к превосходной традиции, мы очень хороши. И если мы думаем, что и с точки зрения количества практикующих, с точки зрения силы и богатства, а также знания, эрудиции и так далее, если мы превосходим другие традиции, другие школы буддизма, если мы думаем о том, что они не могут, мы настолько превосходим их, что они не могут поднять на нас свои глаза и так далее, если мы лишь устанавливаем благость своей собственной традиции и попираем другие традиции, то это указывает на наше неверное восприятие. Если мы постоянно подчеркиваем важность и силу своей и благость своей традиции, то это не учение Будды. Это не согласуется, это не согласно учению Будды. И такую традицию очень трудно назвать учением Будды. И тех, кто хранит такую традицию, поддерживает ее, также трудно считать настоящими последователями учения Будды. И это не только противоречит учению. Мы пытаемся сделать вид, будто бы это в самом деле является учением Будды. И такие держатели учения Будды являются истинными практикующими учения Будды. Но это неверная практика. Поэтому здесь сказано, что те, кто с ошибочным стремлением отвергнут дхарму, изобретает видимость учения, а затем реализует противоположное учение, никогда не достигнут нирваны. И я уверен, что никто не думает, что пусть я встречусь с плохим учителем или сложным учителем, все стремятся к тому, чтобы встретиться с благим учителем, верным учителем. Все также стремятся к тому, чтобы встретиться с верным учением, с верными устными наставлениями. Нет ни одного человека, который стремился к тому, чтобы встретиться с неблагими, неверными наставлениями и с неправильным учением. И если мы встретились с этими учениями и с этим учителем, то причина, почему мы желали встретиться с ними, заключается в том, что мы стремимся умиротворить все споры и распри, которые основываются на привязанности и гневе. Многие из конфликтов и неурядиц, которые возникают в нашей жизни, возникают из-за этих омрачений, и нам необходимо понимать, что они не обладают смыслом, они не обладают никакой сущностью и не несут пользы. И поэтому мы все стараемся получить те учения, которые свободны от привязанности и гнева, которые не являются причиной для таких споров, не
раздувает споры между традициями. 이래야 되려야 착당 Однако, если кто-то говорит, что это учение Будды, 체치. что это дхарма, но это учение лишь усиливает наши привязанности и гнев. Если до того, как мы вошли во врата учения, и человек, которым мы стали после того, как мы вошли в учение Будды, если мы увидим, сравнивая эти две личности, что они не сильно отличаются, или личность после входа в учение стала еще хуже, если наш гнев и привязанность усиливаются, то это не является истинной практикой учения Будды. Это не является путем, который ведет к пробуждению. Более того, эти пути являются путями, ведущими в низшие перерождения, в несчастливые уделы. Такая практика не приведет к достижению нирваны. Более того, она станет причиной для перерождения в низших несчастливых уделах. Это указывает на то, что это неверная практика. Если гнев и привязанность становятся в нас только сильнее, то такая практика не является истиной. Более того, это означает, что мы практикуем совершенно неверно, и это очень большой проступок. И поэтому один из причина служения дхармы и великим личностям состоит в том, чтобы отказаться от споров о привязанностях, отвращении и так далее, и достичь высшего состояния истинного совершенства, но служение им для того, чтобы спорить из-за привязанности и отвращения, действуют как причины сансары и низших миров, средства, противоречащие цели, поэтому они беспрецедентное зло. И из истории Кадампы, школы Кадампы, говорится, приводится такой пример. В прошлом, когда Дживаджи Атиша остановился в Нитане, в одном местечке в Тибете, Нитан – это такое место в Тибете. Сейчас это местечко находится недалеко от Лхасы. И Нитан – это то место, в котором больше всего проводил время Дживаджи Атиша в последней части, во второй половине своей жизни. И когда Дживаджи Атиша находился в Нитане, тибетские учителя собирались и шли на собрание Дхармы. То есть в этом месте собралось очень много проповедников Дхармы тибетского происхождения. И когда Атиша услышал об этом, когда ему сообщили об этом, он был очень рад. Он был доволен и сказал: мы пойдем на это собрание Дхармы, на это дхармическое собрание, чтобы посмотреть. Атиша думал, что это будет очень благое собрание Дхармы, где собираются проповедники учения Будды. Он пошел посмотреть, но некоторые видные тибетцы, включая Кутун Чунджуюнджун, один из известных учителей, говорится о том, что было 3 великих учителя Кадам, Кутун Чунджуюнджун. Он был также учеником Дживати Атиши, однако у него был довольно странный характер. Он, по всей видимости, был великим ученым, обладавшим большой эрудицией. И он, по всей видимости, был одним из тех, кто восстановил пламя учения Будды в Тибете после того, как оно пришло в упадок. И он, видимо, он, по всей видимости, был один из тех, кто передавал сохранившуюся традицию обетов. И он рассказывал о том, как об этих событиях, и люди очень часто испытывали к нему большое почтение. И когда Дживаджи Атиша послушал эти наставления этих тибетских наставников, он увидел, как Кутон сказал: по их лжи можно узнать, хороши монахи и лошади или плохие. И когда проверяют лошадей проверяют по их походке, потому как быстро они могут ездить. И говоря о монахах, можно понять, хороши они или плохи по их речам. Если человек гневается, если эти монахи гневаются,
когда они гневаются, то тогда становится видно, насколько хорош тот или иной монах. Если у кого-то есть достоинство, они преисполняются гордыней и принижают других. И в конечном итоге это собрание Дхармы, собрание проповедников, тибетских проповедников Дхармы превратилось в обыденный спор. Они спорили с ненавистным отношением, надеясь из гордыни, что их собственные качества станут лучше, а качества других поубавятся. И тогда, по всей видимости, этот спор практически дошел до драки, и Джобо Джиатиша очень расстроился, встал и ушел. Он отправился обратно в Нетанс, в место, в котором он пребывал. Затем, по прошествии нескольких дней, некоторые из послушников, из прислужников, помощников Атиши снова рассказали ему о том, что это собрание Дхармы продолжается. И Атиша сказал, что я не пойду туда. Я не пойду на это дхармическое собрание. И он сказал, что я никогда не пошел бы на такое собрание. Собрание Дхармы должно усмирять внутреннее негодование, споры и омрачения, которые затемняют истинную мудрость в нас самих и других живых существах. Поэтому учение должно быть учением, которое говорит о том, каким образом мы можем устранить препятствия в обуздании своего собственного ума, в уменьшении и ослаблении гнева и привязанности. То же, как они поступают, совершенно неприемлемо. Поэтому необходимо любить лекарства, являющиеся средством от болезни, и воду, как противоядие от огня. Но если посещение собрания Дхармы увеличивает споры и негодования из-за омрачений, таких как заблуждение в наших собственных умах и других существ, это точно так же, как если бы лекарство вызывало вспышку болезни или вода разжигала огонь, и не было бы способа потушить болезнь или огонь. Поэтому, если учение усиливает привязанность, гнев и неведение в наших умах, то это означает, что лекарство стало ядом, что вода стала маслом, которое разжигает огонь. Это значит, что такая практика не является верной, и это крайне опасно, потому что лекарство, вместо того, чтобы умиротворять болезнь, усиливает эту болезнь. И тогда у нас не будет никакого способа излечить эту болезнь. И затем Джива Джайдиша произнес следующий пример, следующую историю. В прошлом в одном из мест Индии жил Пхикшу, который учил Дхарме умиротворяющие споры. И если монахи, если Пхикшу были не согласны друг с другом, находились в конфликте друг с другом, был Пхикшу, который учил такой Дхарме, который умиротворяет эти споры, устраняет эти споры. Споры, основанные на Дхарме или на людях, желающих их применить. И говорили, был монах, который внешне поступал согласно Винае, своду правил и обетов монахов. И говорят, что он, этот монах, совершал подношение торма нагам на берегу реки. И обычно эти наги с поднятой головой принимали торма и в ответ совершали ему подношение пищи, таким образом совершая подаяние милостыни этому монаху. Однако же позже монах возгордился такими качествами и из соперничества обмолвился парой слов, говоря о том, что я не похож на других, я отличен от других. И эти слова возникли в нем из-за гордыни.
И как только он произнес эти слова, с той самой поры подношение милостыни нагами прекратилось. И никто больше не совершал ему подношение пищи, и наги перестали к нему приходить. И у этого монаха был послушник, который ему помогал, его помощник. Это послушник, которого наставлял этот бикшу, и он увидел во сне, что божество сказало ему: у твоего бхикшу, у твоего учителя был умиротворенный ум, поэтому, когда он совершал подношение торма, они действительно могли быть поднесены и приняты нагами, и наги могли вкусить эти подношения. И также они были способны совершать ему подношение милостыни для монахов. Однако позднее, из-за этой гордыни, из-за того, что в нем возник дух соперничества с другими, его ум потерял умиротворенность, в нем выросли гнев и гордыня, и из-за этого наги были напуганы. По всей видимости, у них было некое ясновидение, постигающее уму других, некая способность видеть мысли других. И когда они увидели в нем сильный гнев и гордыню, они были напуганы силой гнева этого бхикшу и больше не могли принимать от него подношение торма. И Дживаджиетиша привел Дромтумпе, своему ученику, этот пример. И говоря вкратце, будь это какая-либо другая традиция буддизма или какой-то другой учитель, нам необходимо стараться избегать восхваления самих себя и принижения других, потому что это является тем, что однозначно необходимо отринуть, ибо это недостойное поведение. Эти действия являются также причиной для нарушения обетов бодхисаттвы, и это главная причина для нарушения обетов бодхисаттвы. Если мы спорим с кем-то из привязанности или гнева, такие споры, такие конфликты являются причиной нарушения, главной причиной нарушения обетов бодхисаттвы. В особенности, мы, будучи последователями учения Будды, например, последователями тибетского учения Будды, мы должны понимать, что действия тибетских последователей учения Будды, которые спорят друг с другом, конфликтуют друг с другом, является причиной разрушения учения Будды. И, как вы знаете, однажды учение Будды приведет в упадок и исчезнет из этого мира, так как это учение также является непостоянным, оно разрушится, оно исчезнет. И если что-то рождается, то оно обязательно когда-либо будет разрушено, дезинтегрируется. И поэтому учение Будды, так как оно является непостоянным, оно было проповедано Буддой, но в конечном итоге придет в упадок, оно тоже будет разрушено. И когда же оно разрушится, каким образом оно будет разрушено? Когда Будде задали такой вопрос, и Будда ответил, Будда сказал, что мое учение, моя дхарма может быть разрушена только одной вещью. Те, кто хранят учение Будды из-за несогласия друг с другом, они будут вступать в конфликты, они будут говорить друг другу, что я поступаю согласно учению Будды, а ты поступаешь противоположно учению Будды, и поэтому ты не являешься хорошим практикующим учение. И из-за этого неприятия друг друга, из-за этих споров и взаимных обвинений, учение придет в упадок. Не останется даже следа учения Будды, на которое можно будет указать пальцем. И поэтому Будда говорил о том, что каким образом разрушится учение Будды. Оно не будет разрушено кем-то извне, какой-то внешней силой. Это учение Будды будет разрушено. Все храмы, а также статуи, Будды и прочего в этих храмах не будут разрушены кем-то извне. Разрушение храмов и статуй не приведет к разрушению учения Будды. Разрушение Будды будет обусловлено
спорами и несогласием среди самих последователей учения Будды. И это станет концом, это станет причиной распада и исчезновения учения Будды. И поэтому Будда сказал, он дал такое предсказание относительно конца учения Будды. И если он говорил, так если он знал об этом, если он говорил об этом, если он привел причины и условия, вследствие чего учение придет к упадку, нам необходимо стараться быть осторожными по отношению к этим причинам и условиям. Даже если мы не проявляем осторожность к чему-либо другому, необходимо быть крайне осторожными в отношении причин, которые приведут к разрушению учения Будды. И большинство людей сейчас совершает действия, которые ведут непосредственно к закату учения Будды. Они спорят с друг другом, они принижают друг друга. И эти споры из гнева и привязанности, из-за привязанности к своему собственному учению, из-за своей собственной традиции, они воспринимают это как нечто хорошее. Они не понимают, что это является чем-то дурным или какой-то ошибкой. И не понимая, что то, что они делают, является изъяном или пороком. Им кажется, что они совершают благие действия, и они думают, что я совершаю благие дела. Из-за этого они кичатся своими собственными действиями. И кто бы ни пытался им что-либо объяснить, это становится невозможным. И такая ситуация крайне опасна. Например, если мы возьмем Камцан Кагьо, у нас были споры, у нас были конфликты, и, может быть, там были какие-то верные доводы или нет. В итоге люди лишь говорили дурные слова друг другу. Мы критиковали противоположную сторону, говоря, что мы настоящие Камцан Кагьо, а вы плохие люди, вы не настоящие последователи Камцан Кагьо. В ответ мы слышали такие же слова от наших оппонентов. И в конечном итоге никто не хотел принимать вину на себя, никто не хотел согласиться. И в итоге мы не могли даже сказать, что является настоящей чистой традицией Камцан Кагьо, Карма Кагьо. И поэтому как говорил Будда, из-за привязанности и гнева, из-за таких споров есть опасность того, что подобно взрыву, который разносит все, точно так же и учение придет в упадок и будет уничтожено. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда мы вроде бы понимаем, а вроде бы не понимаем эти трудности. Каждый привязан к своей собственной позиции, к своей собственной стороне. И поэтому люди не могут принимать ни доводов, ни позиции противоположной стороны. Из-за этого между оппонентами нет примирения. Из-за этого ситуация не исчезает. И поэтому одна из вещей, о которой я беспокоюсь, которой я боюсь, с одной стороны, я являюсь простым человеком, обычным человеком, и нет таких вещей, и я не могу понимать вещи, которые не могут понимать другие люди. Однако же сам Будда дал это предсказание, говоря о том, что в будущем учение придет в упадок именно из-за этих причин. Поэтому нам надо быть крайне осторожными по отношению к этим действиям. И Микё Дорджи, 8-й Кармапа, в его жизни также возникало много таких конфликтов, и он видел много таких, был свидетелем многих таких конфликтов, поэтому он очень много говорил о опасности этих диспутов, и он говорил об этом в сотне кратких наставлений. Я не буду здесь вдаваться в подробные объяснения. Вы можете почитать этот текст, который называется «100 кратких наставлений», написанный Кармапой Микё Дорджи. Он приводит тому много примеров, много случаев. И я думаю, что, наверное, на сегодня мы завершим сегодняшнее объяснение на этом. С завтрашнего дня, со следующей нашей встречи,
Завтра у нас нет никаких учений. Со следующего раза, до того, как мы начинаем это учение, я думаю, было бы хорошо, если бы мы читали вместе молитвы восхваления 21 Тары и Праджнапарамита Хридая, сутру. С одной стороны, как вы знаете, возникли препятствия относительно долголетия, а также деяний и святейшества Далай-ламы. И я думаю, что было бы хорошо произносить эти молитвы, чтобы устранить их. И также, когда начинается учение, каждый раз, когда перед началом учения, я чувствую себя не очень хорошо. И, например, в прошлый раз я чувствовал себя неплохо, но, однако, в один из предыдущих разов, когда перед началом учения, прям непосредственно перед началом учения, я чувствую себя не очень хорошо. И поэтому я думаю, что было бы хорошо, если бы в начале сессии мы вместе произносили восхваление 21 Тары, а также Праджнапарамита Хридая, сердечную сутру Праджнапарамиты, потому что каждый раз непосредственно перед началом учения я чувствую себя не очень хорошо. На этом сегодняшние учения завершены. Давайте совершим посвящение заслуг. И на этом наша трансляция завершена. Большое спасибо. До свидания.